Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Lazy King. Семен Тарбахов, как обычно, со мной. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришла нутрициолог, травник, будущий медик Ирина Гаврилева. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашей передаче кулинарной. С чем вы к нам сегодня пожаловали? Я вас смотрю, какие диковинные продукты лежат. У нас сегодня морепродукты будут. Так. Салат из кальмаров, яйца туда добавим, огурец свежий. Кстати, по желанию можно положить либо свежий огурец, либо можно взять маринованный. Ну, соленый. В данном случае у вас... В данном случае у меня, да, огурец свежий. Наши гости, когда мы их зовем на передачу, иногда испытывают трудности, говорят, вот это хотим это готовить, другое готовить и все прочее. Ваш выбор, почему выбор пал именно на это блюдо? Я очень люблю морепродукты. И морепродукты, это повседневный салат. Да, это повседневный. Для нас повседневный. Скажем, для вас, для вашей семьи это повседневный. Но, скажем так, он такой немножко, чуть-чуть необычный, потому что морепродукты, мы все знаем, в последнее время у всех на устах правильное питание и все прочее. Морепродукты это, круто, они полезны очень, легко усваиваемые и все прочее. Как к семье относится к таким? Семья? В семье. В семье, тоже любят морепродукты. А кальмары доступный белок, он действительно легко усвояемый. Легко усвояемый. Да, усвояемый. Я не знаю, как правильно слово это произносится. Поэтому всегда готовлю. Ага. Каков план действий? Что мы сейчас делать? первое, мы обжарим лук. Здесь идет обжаренный лук. Очень интересный вкус дает именно обжаренный. Да? Мы сейчас порежем и обжарим. Вы лук любите, Петр? Я лук люблю. Обжаренный в том числе. В том числе, да? Да, но есть люди, которые лук вообще не алё, но я, слава богу. Ну да, лук надо есть, это горечь. Ага. Да, он нам очень Давайте нужен. уберем, это у вас снизу висит. Как мы сегодня будем делать? Интересно. Вы же нутрициолог. Да, то есть каким-то образом у вас, обычно же говорят, вкус он есть или нет, но все равно вкус он, мне кажется, зарождается с детства. Даже же. Да. Да. Как складывались ваши вкусы? Мои вкусы? Я в детстве помню, всегда играла в ресторанах. Да, я любила вот эстетику, всякие сложные блюда готовить. Так. Вот, да. И так и получилось, что стала больше обучать продукты, технологию, да, приготовления, разные сложные продукты. Вот так скажем, стала, возможно, и нутрициологом, возможно. Ну, собственно, первое образование вы, по-моему, технолог общественного питания. Я училась в то время в коммерческом лицее, ресторанное дело, я все закончила там. Ресторанное дело, барменство, технолог, общественное то есть планировали вообще с общепитом связать? Да, с общепитом связать. Так, вот это мы сейчас обжарим, вот этого столько хватит, наверное. Так, надо включать уже, да? Да, включайте. И немного масла добавить, чуть-чуть. Мне скажите. Ой, лук такой прямо горький. Лук это горечь. Хватит? Да, думаю, что хватит. И надо следить, чтобы он так обжарился. Ага, я буду обжаривать, а вы рассказывайте. Хорошо. Дальше мы будем резать сейчас огурец. Вы думали связать жизнь с общепитом? Ну, может быть, и не мечтала, но как-то, так скажем, получилось. Так. Частенько я слышу это, но это нормально. Так. Вот, я закончила свое обучение и, так скажем, много лет работала в общепите, да, в ресторанах. Чем вы занимались? В разных ресторанах Вы коллеги? работала. Да. Вы коллеги. Смотрите, как я режу. Ага, тонкой соломкой. Так, это мы все будем сюда, да? Ага, хорошо. Тонкой соломкой. Не совсем тонкой. Как у нас лук? У нас лук нормально. Да какой? Такой, чтобы... До золотистой? Да, до золотистой, скажем. Главное, чтобы не сгорел, да? Да. Давайте немножко посолим. Давайте. Так, Что было дальше? Работали в ресторанах? Да, я работала в ресторанах. Сначала я проходила практику, мне это понравилось, да, и я стала работать.
первое, я начала, так скажем, карьеру, да, так скажем, Да, ну трудовую деятельность, да. трудовую Ну, деятельность в может, ресторане «Полярная звезда». В то Так. время он только открывался. Ага. Я помню нашу команду, мы там все мыли, очищали. Начало 2000-х? Начало, да. Да, начало 2000. Да, все там. Первое время там было очень так скажем, серьезно так прямо, да. Ну там да, из ну, это Москвы была такая приходили, подача, Алроса и все дела. Да. Один из таких ведущих ресторанов. Вот, и там смотрели и по росту, так скажем, да, Да, и же. по весу, да. По-росту, Ну, по весу. меня не взяли на кухню, меня сразу в зал, так скажем, выпустили. Вот. И я долгое время работала там. Вот. Далее были и другие рестораны, допустим, теплоход был летом, на теплоходе я работала. Мы возили иностранцев, и там нужен был, так скажем, персонал, который знает и английский, да, который знает сервировку стола. Это длинный туршот, да? Другие стандарты уже немножко. такие Да, там международные. другие стандарты. Сейчас же на официанта не учат, мне кажется, да? На Мне бармена. кажется, хватит, смотрите. Да, пожалуйста, выключите. Ну и вот. На барменах? Не, официант бармен обучают. Обучают, да, сейчас? Обучают, да. А где учили язык? Язык в школе и также там в коммерческом, ну такой разговорный, так скажем. Вы тоже так режете соломку? Я правильно режу, да? правильно. Я из этого вот стою, как говорится, на расслабоне. А, да? наконец-то. Ну, человек умеет это делать, сразу видно. Да. Спасибо. На самом деле я не очень хорошо, не очень люблю, так скажем, готовить. Сложные, люблю несложные блюда. Самое главное, нутриенты, так скажем, да, чтобы у нас на тарелке были белки, жиры и углеводы. Вот не могу не задать этот вопрос. Считаете специально состав КБЖУ? КБЖУ, ну, я тоже как бы, так скажем, не обучалась, узнала. Вы пока, пожалуйста, почистите яйца. Да, КБЖУ я считала, знаю, что это такое, и практиковала, можно так, да, но в конце я уже пришла к своей системе, так скажем. Не считаю КБЖУ, не считаю. Но вы все равно каким-то образом все равно прикидываете. Больше я с нутриентами. Именно в нутрициологии я больше работаю с нутриентами. Что находится у нас на столе, что у нас находится на тарелке, в каких пропорциях углеводы, больше, меньше. Ну, интуиция, так скажем. Интуитивно, да? Больше интуитивного. Кальмари режем вот так вот, кружочками. Это у нас уже готовые отварные кальмары. Кальмары продаются готовые же, да, вот уже, так скажем, трубочки кальмаров, беленькие, беленькие такие. А я беру настоящие, ну, свежие, замороженные. И размораживаю, и все сама готовлю. Такой кальмар, так скажем, более ароматный, Более натурально. да более вкусный, так скажем. Так. Вот это я заметила и это практикую. Ну, вот эту часть я убираю чисто эстетически, чтобы было. То есть вот края, Да, края. Чтобы вот такие аккуратные кольца получались. А это же можно съесть сразу. Да, конечно. Да, ну, я вот подрезал у вас кальмар. Так. Так вот. Мы перескакиваем с темы на тему, но тем не менее, да. Вы работали в ресторанах. Работала. И что случилось? Что же случилось, да? Да. Вышла замуж. Так. Вышла замуж. Муж и сказал, прекращай работать. поменяла сферу деятельности. Я многодетная мама, у меня детишки маленькие, да, и я стала работать, то есть сказать, стала искать более удобный график, более удобное месторасположение работы, да. Да, я работала в хозяйственном магазине, прям ушла в торговлю. Возле дома у меня был такой уютненький магазин хозяйственный, ну и работала там. Растила детей, так скажем, готовила им блюда ППшнее, и вот так вот мы и жили. Так. Ну, а потом я не прекращала, как бы, да, я проходила всякие курсы, изучала, обучалась. В то время, это было, я не помню, когда у меня
Это было 18 лет назад. Я спросила у своих родственников, как готовить кальмары в то время. Ты скажешь, Ира, зачем тебе кальмары? Что это это в то такое время, вообще? что это Да. такое вообще сказали. Да. А я говорю, Когда были известны только из морепродуктов, скорее всего, крабовые палочки. возможно, да, вот эти- возможно, вот эти, да. да. Потому что их добавляли куда только можно. Куда только невозможно. Куда только можно, ага. да. А я говорю, а я вот... Везде, куда можно. Да, а я говорю, я вот знаю, что такое кальмары. И Полезные. Полезные, да. Белок, что он содержится. Легко усвояемый, минералы, вот так вот рассказывала. Ага. Вот. Ну и, так скажем, шла Каким-то своим путем. своим путем. Пришла на нутрициолога. Так, ну то есть то, что вы сейчас, скажем так, то, что сейчас модно, что сейчас уже на слуху. Сейчас же были диетологи, те, которые, ну, отличие диетологов, мы объясним нашим телезрителям, это все-таки диетолог, это тот, кто работает, который с проблемами, правильно? Диетологом может быть только человек с медицинским образованием. Медицинским образованием, Диетолог лечит через питание, лечит, через питание, слово да, лечит. Да, ага. да, ну то есть работает конкретно с проблемами. Да. Допустим, ну, скажем, у человека те или иные заболевания, сахарный диабет, вот это нельзя, строгая диета. Да, Петр, диета номер абсолютно 4. правильно. Да, ну вот я просто объясняю, потому что многие телезрители не знают, чем нутрициологи отличаются. Вот, да, мне кажется, вот коренное отличие вот такое. Да, а да, нутрициолог, он может и здорового человека взять, Это и корректировать через питание, лечение. Да, Видите, я корректировать. тоже, просто я вам Да, показываю, Петр. что я теоретически тоже немножко подкован. Итак, вы пришли к нутрициологии, когда она еще, скажем так, не была еще в моде. Да. Да. И как? Что вы начали делать? Изучать, читать. Изучать, читать, все-таки обучаться, да. Я очень стала с каждым, ну не днем, конечно, а с каждым месяцем удивляться, потому что я все, оказывается, это вот это так, и без медицинского... Кока-кола вредная? Нет, оказывается, вы представляете, от микрофлора кишечника зависит от работы желчного пузыря. Не будучи медиком, ты это знаешь и начинаешь включать в свое питание горечи в виде лука, кислоты в виде кислых ягод, не только с сахаром. Вот. Вот такие, так скажем, знания были. То, что частенько то, что говорят, мы есть то, что мы кушаем, да, вы начали внедрять это в жизнь. Ну да. Экспериментировать, скажем, на себе или кто-то у вас был? Экспериментировать на себе. На семье. Пока на себе, на семье, да. На семье? Детишки. Вы правы. Ага. И как эксперименты? Эксперименты. Все живы? Все живы, здоровы. Так, здоровые, ключевое второе, да, это очень тоже важно. Ага. Потом, что же у меня случилось во время пандемии? Сейчас вот эта пандемия, наверное, много Да, что. у всех многих перевернула Да, жизнь. Ну, вообще, перевернула пандемию жизнь. мы поняли, что, оказывается, очень многие профессии вообще, чуть было не сказал, не нужны, вообще от слова нет, да? Да. Что можно, оказывается, жизнь и деятельность вести по-другому, да? Давай это чутка Побыстрее? прибавим, ага. Почему? Мы же успеваем. Ну, нам еще хлеб печь. Хлеб. А, да ладно, серьезно? Да, из этого. Всё. А я думал, мы салат и все. Да, мы сейчас что-то чуть-чуть затягиваем. Все, давайте, Салат давайте. Да. в конце. В темпо. Одна сторона. Нет, я вообще думал, что мы сначала хлеб сделаем, и пока он стоит, печется, сделаете салат. А вы уже поздно что-то сказали. Да? А он быстро печется. Ну, Это даже не хлеб. Хлебцы. Ага. Хорошо. Так, ну мы сейчас салат уже это дорежем. Вы берете конкретно белки, да, или что? Нет, я просто вот так режу. А пока так А режете? желток? Желток потом. крошу сверху. Ну да. Так. Ну, дома у меня есть такие всякие приспособления, нажимаешь, все вытаскивается, само режется, да? Да-да-да. Поэтому Ну, не тут- очень, так скажем, аккуратно получается, но самое главное, это полезно. А вот это просто вот так вот режем. Раз накрошили. Просто накрошу. Так. Все у нас, смотрите, как быстро салат уже готов. Да. Петр, да, Да, пожалуйста. лук уже у нас остыл, можно спокойно Да, добавлять. можно спокойно добавлять. Да. И вот мы Затем лук. соль, перец, ничего не добавляем. Соль, нет, соль добавляем. Да. А вот это у нас что? Майонез. Тоже добавляем. Заправка. Да. Все у нас готово. Сейчас солим. Посолили. А вот это все, это для другого, Это да? у нас, да, я сюда добавлю сушеную морковь. Он такой хрустит. Для хруста. Для хруста, да, это сама же я сушу. Так, что еще? Кунжут немножко. Кунжут в конце. И майонез. Так.
Вы майонеза не избегаете? Нет, я ничего не Нет, избегаю. да. Все правильно. Я знаю, что даже если по правилам нутрициологии, если немножко, можно все. Да, если немножко Абсолютно можно все. И на самом деле, когда только вот это все происходило, да, появлялось, так скажем, майонез. Ну, очень коротко, сейчас майонез более-менее уже состав. Не такой Ну да, фимозный, как это не было. сказать, что это вообще, ну, Конечно. это смерть. Да. Ну, то есть от майонеза нет ни одного случая, чтобы прямо от майонеза кто-то Не, ну, умер. если бывает же, Если слишком много, то, конечно, да, там пачка в день выходит. Там, да, Все это у нас совсем- готово. Смотрите. Байла, Да, байла. Быстро, Да. свежо, аккуратно. Да. Да, свежо, Так, мы аккуратно. сейчас делаем Да, мы вот хлебцы. это сейчас, давайте я... Давайте паузу, уберем, и мы приступим к хлебу, да? Да. А и зеленью вы подсыпали. Так, и мы сейчас приступаем, друзья, ко второму блюду. Да, мы сейчас приступаем ко второму блюду. Мне нужна Вода. будет вода, да. Давайте. Вот эти хлебцы, они делаются очень быстро и на глаз. Вот Грубо мне говоря, кажется. полстакана воды, да? Да, смотрите, стакан воды, либо полстакана воды. Посолить, пожалуйста, соль. Мне соль надо. Да, соль сзади. Соль. Сзади. Соли Посолили. посолили немножко. Я беру ржаную муку. Специально, только ржаную или можно какую угодно? Ну, Желательно ржаную. да, желательно ржаной, потому что они такие темненькие, хлебцы, да? Они такой темненькие получаются. Мне кажется, что я чуть-чуть больше воды положила. Так. Ну, много будет. Ничего. Смотрите, эти хлебцы можно сделать быстренько вот так вот намешать. Да, никакой закваски получается, Нет. ничего. Еще, быстренько. Еще надо надо? чуть-чуть. Потому что это углеводы. Это углеводы, и ну, как-то так отношусь к углеводам. И еще, кстати, вот эти углеводы, да, я сюда добавляю клетчатку. Вот эти семена, они служат в качестве клетчатки. Это у нас семена Семена льна, лен. это Подсолнечник. подсолнечник, он не жареный, немножко можно тыквенный. И Тыква. семена тыквы, да? Да, семена Для тыквы. мужчин, которые самое ух. И мне масло чуть-чуть, Растительное. пожалуйста. Либо растительное, очень хорошо добавлять подсолнечное, которое ароматное, да, либо оливковое, льняное. Можно, то есть, то бишь не рафинированное, да? Да, Все у аромат. меня готово, смотрите. Вот такое вот Паста? делаем Вот пасту. это не надо, да? Это мой в салат. Мне нужен противень. Берем противень. Нет. А вы какой хлеб любите? Я любой. Любой Ну, супруга мне утверждает, что черный надо. предпочитаете? Черный Почему? бездрожжевой. Не знаю. Он говорит, вот так полезно. Ну, вы просто слушаетесь, а Да, не я знаете, слушаю, я почему, да? стараюсь слушаться, да. Ну, как так, я Кстати, могу не, спокойно. не всегда черный хлеб полезнее белого. Ну да, а я белый тоже ем. Много. Я нарезной батон Не, ну ем. просто видишь, С керчихом. у многих стереотип, что черный полезнее, но бывает не всегда, что он полезнее. А в каких случаях? Мне вот интересно стало. Так, ну, смотря какая там полезнее. закваска была, А? смотря какая там закваска была, и иногда даже по калориям выходит больше, чем в белом. Да? А я больше за глютен. Здесь, видите, я со стороны глютена смотрю. Потому что в белой муке глютена больше, чем в ржаной, либо в других. В общем, смотрите, как я делаю. Я просто размазываю. У меня дома противень побольше, и как-то получается быстрее. Ну, вы размазали тонким слоем. Да, да, помогите, пожалуйста. Давайте вот так. Вот размазали. Это у нас получается специально пергамент Пергамент. силиконизированный. Ну да. Я думаю, овсяное печенье вот так готовлю. Лень вот так Просто порционно ну, я делать. Размазал. озвучиваю для телезрителей, потому что многие могут перепутать обычный пергамент. Да, это Да, а это специально силиконизированный. Ага, то есть масла не надо, и к нему не прилипнет. Да. Да, и он, мне кажется, даже можно много раз использовать. да. Ну, в принципе, да. Да, я так и использую много раз. Так, Я вот, очень экономный. смотрите. Я же и говорю, я овсяные печенье так готовлю дома. Так, насыпали. сверху еще так Ага, насыпем. для красоты. Да, и знаете, 180 градусов буквально на 15-10 минут. Ну, 10-15, да. Все,
Все? Да. Ирина, ну вот, мы упомянули о том, что вы нутрициологией начали интересоваться очень давно, да, и как вы все-таки, это же нужно же где-то выучиться, получить какой-то диплом, чтобы уже Мы применять. остановились на пандемии, по-моему. На пандемии, да, Ага, пандемия вот. наступила. и- Наступила пандемия, все стали выходить в блог, да, ну, рассказывать через соцсети, так Социальные скажем. сети, да, вот. да, да. И я тоже вышла в социальные сети. Открыла камеру и сказала: здравствуйте, меня зовут Гаврилева Ирина. И начала. Мгм. Мою супругу зовут Гаврилева Ирина, так, ладно. Прикольно, так, ага, Ага, вот. И начала ага. вести блог, так скажем. Рассказывать про питание, про нутрициологию. Вот. И, так скажем, узнала, оказалось, что очень много людей хотят знать, что такое белки, что такое углеводы, как их различать, как сочетать. их сочетать, да. Что такое жиры, какой жир полезный, какой именно, так скажем, из уст, когда рассказываешь по-обычному, не научно. Я вот открыла, показала растительное масло, сижу на кухне и рассказываю. Вот такая подача стала интересна. Вот. И, так скажем, я стала рассказывать все. И мне нужен был из-за того, что я уже рассказываю, это уже идет обучение, значит, мне нужен диплом, и я начала учиться на нутрициолога. И получила диплом. Вот, и все. Так. И в поля уже начали И выходить. в поля уже начала. Да, то есть выходить. через соцсети вы себя уже, скажем так, сделали некое лицо. Сначала вы работаете на репутацию, и да. потом репутация начинает работать на Да, вас. да. Так. А сейчас, если я не ошибаюсь, вы еще учитесь на медицинском. Да, у Сразу меня- спрошу. Я имею много знакомых, девушки, скажем так, ну мы представляем себе студенты, это вот после школы. Традиция это такая, да. А вот вы, скажем так, в осознанном возрасте, да, и это что, мода какая-то, что Ну да, такое? новое какое-то? смотрите, у меня дети все выросли, поступили в высшие учебные заведения, разъехались, живут в разных городах, и мне стало, так скажем, скучно. Так. Вот. И ушла уже из работы, сказала спасибо большое своему милому хозяйственному магазинчику. Я пошла. Да, и ушла. Уже стала как бы развиваться. И я такая сижу на кухне и говорю, что я хочу, что мне надо, да, вообще. Человек же идет по своему предназначению, так скажем. А у меня нутрициология, также травы мои, я собираю также травы. Да, да. Я вот занимаюсь, травник, да. я травник. И хочу стать фитотерапевтом. Я хочу стать фитотерапевтом. Для этого что мне нужно? Открываю, опять же, смотрю информацию. Ага, нужно медицинское образование. Без этого на фитотерапевта, слово терапевт, Это врач. это врач, да, и Так. не берут. Я поступила в медицинский институт нынче, в 44 года. Да, это героический поступок, можно сказать. Вот. Мне И очень с вами интересно. учатся, скажем так, практически Млад- студенты младше возраста младше, ваши, да, чем дети. да, дети. да. И что они думают, наша мама, да? Они все сначала, когда я ходила, они на все пару. здоровались, да, все здоровались. Они думали, что Здравствуйте, преподаватель здравствуйте, зашел. да. И я еще такая иду на каблуках, она такая, здравствуйте, здравствуйте. Ну, потом все нормально. Ага. Я староста группы, Как говорится, ну ладно, так. Мгм. да, все нормально, учусь, Ага. иду своим путем. Так, а увлечение с травами, откуда это пошло? А увлечение с травами, это было всегда, даже когда мои дети были маленькими, моя мама приносила лекарства, там эспумизан, да, вот это от колик, от всего, а я шла к соседям, это было в сентябре, я родила, да, искала сушеный укроп там где-то у них на грядках, и я знала, что этот укроп убирает колики, газы, От вздутия. Да, да. зачем вспоминать, когда есть укроп? Да, вот так вот. Так. И все как-то вот так вот смотрели на меня. Что ты делаешь, типа, да. Ага. Укропная вода. Заваривала мяту, именно мятной водой растирала десна, вот когда зубы вытаскивали. Мамочка моя мне покупала гель, карангель как-то называлось. Нет, я, конечно, не отказываюсь от медицины, но как-то вот своим путем. Вот тогда я поняла что-то такое увлечение к травам. Ну и вот начала собирать для себя, для своей семьи. Так, ну то есть это же тоже требует, ну не дай бог не то собрать.
ну, изучать. Есть книги, Да, да, есть да. травники, Ага. есть Ну, то есть я имею в люди, виду, что- конечно, биологические. Мне очень Обучение. примечательный тот случай, да, мы однажды ездили на охоту в Жиганский улус, и с нами были два китайца, туристы, и они прямо вот рядом с местом, где мы ходим по нужде, прямо там собирали ну, такую охапку трав, на реку, мыли, на подносе заносили, и пока мы кушали там сахатину в огромных количествах мяса, они вот эту охапку вдвоем съедали. Прямо, Прямо там, да. Ну, прямо вот подножный корм практически, да. интересно. Для нас это было, ну, скажем так, нет, чтобы хотя бы сфотографировать, спросить, что за трава. Но мне кажется, Ну, что это это интересно. лопух, да, может быть, там был одуванчик, ну, похожее что-то Ну, было. да. Ну, вот всего набирали. Ну, то есть я знаю, что в Якутии практически все растения, они лекарственные, так? Да, вы сказали об Больше- этом. большая часть, да. Да, большая часть, они лекарственные, и притом они, так скажем, богаче своим химическим составом, Да, с теми насыщеннее, травами, насыщеннее, насыщеннее, концентрированнее. которые растут в других регионах России, допустим. Ну, потому что у нас, смотрите, резко континентальный климат. Климат, да, континентальный поэтому, климат. Из-за этого, да, многое, да. У нас и рыба жирнее, Да, и мясо насыщеннее, сочнее. гораздо сочнее, вкуснее, полезнее, в природе и натуральнее. Собственно, это как и травы. Да. И далее по травам, да, я Да. начала сама собирать, знаю, что такое желчегонные травы, противопаразитарные травы, да, вот это все. Тоже немаловажно. Да, которым мы успокоительные якуты травы, сыроеды конечно. много. Да. Да. И я тоже начала рассказывать. Я вообще в блоге как бы показываешь свою жизнь же, да. И когда ты завариваешь какой-нибудь чай, отвар, люди же спрашивают, что это, от чего это. И мне надо рассказать, опять же, не лечить их, да, через экран, так скажем, да, а рекомендовать, показывать, рассказывать. Для этого мне, опять же, чтобы рассказывать, нужен сертификат. И я пошла учиться на научное травничество. Не просто как бы ромашка полезна, мне бабушка сказала, вот мята хороша. А говорят, типа, а да? говорят, типа, да, либо Да, там Google прочитала, там, да, рассказывала. Я тоже получила образование, прошла курсы, и я сертифицированный травник, так скажем. Опять же, для себя, для любимой, для своей Ну семьи. да. Ну да, нет, Это ну вы сейчас тогда очень получается, интересно. что вы свои знания распространяете посредством социальных сетей еще и на тех людей, да. которые на вас подписаны и смотрят, да. Ну, Я то есть вы приносите уже пользу. Ну да, и я всегда говорю, что это для меня, для моих детей, для моих внуков. Нам еще жить и жить, потому что когда ты изучаешь химические составы, ты уже знаешь даже составы витаминов, тех же, да, мы же принимаем витаминчики. А я знаю, что витамин С различается, допустим, да, есть синтетическое, есть натурального происхождения. Да. Уже в миллиграммах знаешь, уже что такое экстракция знаешь, и это здорово. Так, и каковы ваши цели дальнейшие? Ну, я Если же не секрет. фитотерапевт. А, Хочу. фитотерапевтом Я стать. сказала же, да, что я Да. Ну, то есть вам осталось еще желаю. 3 года? Да. 4 года? Желаю стать фитотерапевтом. Опять же, для чего, да, вот для чего. Ага. Точно не могу сказать для чего, но я разговаривала с главным врачом Триумфа, и она сказала, что наши спортсмены пьют отвары трав, чаи. Видите как? У них идет уже в обязательном порядке. Я очень заинтересовалась. Видите как? Да, медицина, даже медицина, так скажем, не отказывается. Они же, у нас же есть лекарственные травы, которые уже прошли, так скажем, сертификацию полностью, и они идут как лекарственные препараты, некоторые травы. Да? А почему бы это не распространить, так скажем, больше? Не, ну сейчас... Дошкольные учреждения, в школьные учреждения. Ну, посмотрим, как получится. Как получится, да. Как Ну, потому что первые, скажем, ласточки уже есть. В Якутии уже начали делать витамин D, витамин Е, витамин С, Конечно. уже из натуральные, можно Да. сказать, да. Есть такое, да. Ага. И, То есть, может быть, такие планы у вас есть, да? Может быть, что такое? ну, точно не могу сказать, как идет, Как карта ляжет. как идет, как карта ляжет, говорят, да. Вот. Ирина, а вы травник, да? Ну, то есть, стало быть, вы сами собираете травы, ну, то есть, вы знаете, да? Есть какие-нибудь там, понятно, есть сезонность, да? Это летом, да? Но есть какие-то ритуалы, есть какие-то такие эти... Вы знаете,
традиции, обычаи? Испокон веков к травнику шли уже, ну так скажем, наши предки, да. Травник очень ценился, и он имел какое-то, так скажем, сакральное. Ну, скажем так, немножко магическое. Да, магическое. Почему? Потому что к травнику шли уже к заболеваниям, с заболеванием. С проблемой. С проблемой, так скажем, да. да, с проблемой. И если этот человек мог излечить с помощью народной медицины, с травами, это было чудо для них. Поэтому травник, он действительно ценится, так скажем, да. А сам травник, если он уже кого-то лечит через народную медицину, это уже человек, так скажем, ну, не размешал же, не дал, он же желает этому человеку здоровья, он же как-то настаивает эту траву, он ходит, собирает, естественно, имеет, что скажем, другую энергетику, поэтому действительно есть обычаи, так скажем, действительно есть, про что вы сказали первое? Ну, вот обычаи, обряды, некоторые ритуалы, обряды, да. У всех по-разному, видите, Потому как? что же мы, скажем так, ну, живые цветы растут красиво, а мы их срываем. У кого какая энергетика здесь, скажем, поэтому я здесь, но со своей стороны я преподношу травничество, так скажем, я хочу, чтобы каждая хозяйка стала своим травником стала, чтобы она знала свои травы. Те же, допустим, листья малины, черной смородины. Черная смородина да, в чай добавлять. Чай, пожалуйста, это чай, ну, чем прекрасно. вот этот вот... Ну, вот шиповник вот, сам Бог велел. Шиповник сам Да. Бог велел. Это же тоже травник, вы же тоже собираете. Практически, да. Когда Витамин С – это огромная кладезь. Вы когда я знаю. собираете, вы думаете о здоровье, о своей семье, но это тоже же ритуал, так скажем, да. да. Листья березы, допустим, тоже собирают, на очень хорошее, вообще укрепляющее средство тоже. Чаи, отвары. Ну, вот так вот. Мой ответ таков. Насчет травничества. А много вы собираете? Где вы их храните? Там как-то специально Ну да, сушите? специально, конечно, Да, специально ну то есть, скорее сушу. всего, для каждого растения, ну, свои технологии. Да, есть, конечно, свои технологии, свои сезон, когда собирает. Ага. И настойки какие-то, может быть, уже делаете, Настойки, да, тоже делаю. Ну, так скажем, немножечко. У меня есть свой круг людей, которые интересуются, с ними вижусь, общаюсь, созваниваюсь и вот так вот. А с какими проблемами больше всего к вам обращаются? Ну что? Вообще больше? проблема желчеотделение, кишечник в первую очередь. Как бы, да. Все зависит. У нас же иммунитет От состояния от состояния кишечника, Да. микрофлора кишечника. Вот. Будь это нутрициология со стороны, будь то со стороны травничества, проблема вся заключается в этом. То есть суть проблемы начинается от этого, так скажем, здоровья. От иммунитета. От иммунитета, от кишечника. Вот таков ответ. Итак, мы ждали Да. и дождались. Вот Наш уже хлеб. Хлебцы уже наши готовы, осторожно. А вот возьмите. Вот эта бумага силиконизированная, она очень хорошо, видите, как О, все, отошло. вот это всё. Так, ну все, мы сейчас режем. Можно, по-моему, Да, даже можно поломать, Просто, вы, прав- просто вы поломать. да. правильно говорите. Вот. Вот так. Я Ну, люблю, когда конечно, вот так хорошо, неправильно. когда она так полежит, Ага, когда она отойдет, чуть-чуть, ага, да. тогда. А сейчас, И конечно, хрустящий будет, скорее всего, да, да? да. Это же хлебцы. Это же хлебцы. Какой аромат. Вот такой вот. Да, вот так поломайте. ага. И давайте уже, да, Петр, можешь? Да, Петр, пожалуйста. сервировать. Сервируйте салатик. салаты. Ну, смотрите, вот выглядит как ветчина. Да? Кальмарик Кальмарик, да. выглядит как ветчина. Если вы не кольцами, конечно. Нормально. Много даже. Это вам. Я вас люблю. Шутка. Давайте еще тарелочку. Кстати, хлебцы, а вот как приготовиться, да, сверху я еще пшикаю, опять же, маслом оливковым, либо каким-нибудь. Он становится таким золотистым и ароматным. Видно, да? Да, это можно. Да? И У вас вот тут так. еще что-то есть, да? Да, это у меня, я Кстати, да, травничество. травничество. Что это у нас? Это ферментированный, я сама готовлю ферментированный лимонад, ее называю. Здесь есть листья березы. Листья березы, сразу скажу, что в такой дозировке можно всем.
противовоспалительное, вкусненькое, желчегонное. Вот, называю его И лимонад. каким-то образом вы это делаете, да? Ну, Ну, смотрю, она с да. газом. А, Ага. Я ее ферментирую. Ой-ой-ой-ой. ой-ой-ой, как кумыс, выпах. Вы правы, вы правы. Молочно-кислые бактерии, это же царство. То есть это надо, по-моему, на голодный желудок чуть-чуть раньше. Можно на голодный желудок, он Чтобы раз тонизирует. нормализовали, Да, кислотное желудка разогнали повышает. желудок. Есть шиповник, ага, сказала же, да, и куркума. Куркума, вы наверняка знаете, что он тоже полезен для желудка, для слизистых желудка. Как на вкус? Ну, сейчас попробуем. Давайте попробуем. Но... Реально, как лимонад же. Вкус, да? Заметьте, сахара мало, потому что при ферментации сахара все съедаются. Катализатор, катализатором служит. Так, давайте салат Попробуйте, попробуем, пожалуйста, салат. Эдемит салат попробуем. Кальмары, они мягкими должны быть. Мягкие. Мягкие. Отварные. И хлебцы, Семен, пожалуйста. Ну и хлеб. Углеводы и белки. И лимонад. И лимонад травяной. Вполне себе такой сытный, получается, завтрак. Быстрый. Быстрый, на самом да. деле. Да. Сюда еще можно намазать сливочным маслом. Очень вкусно. Уже для большего вкуса. Жиры уже добавляются. КБЖУ. Да, Ну что ж. отлично. Очень классно все, очень вкусно. Ирина, еще раз спасибо вам большое. Спасибо нам, вам. Нам намекают, что наша передача подходит к концу, и у нас такая добрая традиция. Пожалуйста. Мои пожелания. На эту камеру, да, пожелания для наших телезрителей. Мои пожелания. Будьте здоровыми, слушайте себя, не усложняйте жизнь и больше улыбайтесь. Все. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была нутрициолог, травник Ирина Гаврилева. Ирина, еще раз огромное вам спасибо. Спасибо. Семен Тарбахов, Ебедов Спанье. Друзья, мы на этом с вами прощаемся с вами. Ешьте, как мы всегда, просто Вкусно. 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 Будьте здоровы, друзья.